Вы смотрите итоговый выпуск новостей об основных событиях пятницы 18 декабря. Вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах дня. Финансовая помощь семьям с детьми, объявленная президентом во время пресс-конференции, начнет доходить до адресатов уже совсем скоро. В темноте еще зрелищнее. Единственный в этом году запуск ракеты-носителя намечен на сегодня с космодрома «Восточный». Ситуация все еще напряженная. Расскажем, как ведут борьбу с коронавирусом в Мирнинском районе. Более 100 жителей аварийных домов и дети-сироты получили ключи от новых квартир в Якутске. Выбрали в столице и лучший проект малоэтажного строительства. Посмотреть фильмы жители Ленска теперь смогут в комфортном кинозале. Его для ленчан открыли сегодня. Инновации начинаются с детского сада. Педагоги Алданской Снежинки реализуют сразу несколько проектов. В Якутии выплаты для детей до 7 лет начнутся уже с 21 декабря. Напомним, накануне президент России Владимир Путин во время пресс-конференции объявил о новой выплате по 5000 рублей на каждого ребенка до 7 лет включительно. Он уточнил, что речь идет о каждом ребенке в семье. По сведениям Пенсионного фонда, в Якутии 110 тысяч детей до 7 лет включительно. Все эти семьи должны получить выплату до Нового года. Всего же на эти цели из резервного фонда правительства страны направят 73,5 миллиардов рублей. Данный указ действует на детей, которые родятся еще до 31 марта. То есть заявление мы будем принимать до 31 марта 2021 года. Она будет иметь силу. Клиентские службы будут принимать эти заявления без предварительной записи и в течение 5 рабочих дней. То есть у кого не будет возможности отправить это заявление электронно, они могут написать это заявление письменно с посещением территориального органа. После конференции Владимира Владимировича Путина, которая прошла в интересном формате, хочется отметить, что продолжается помощь и поддержка многодетным семьям. Приятно, конечно, осознавать, что дистанционное обучение в наших школах будет на особом контроле. Я думаю, что это будет очень хорошим подарком от страны, от государства, тем семьям, у которых есть дети. Скорее всего, с сегодняшнего дня документы разойдутся, и буквально, наверное, в течение следующей недели до Нового года семьи начнут получать такие деньги. Мы очень рады, потому что как раз мы работаем с таким контингентом людей, у которых доход очень часто достаточно низкий. И поэтому мы радуемся за эти семьи, что к Новому году могут купить ребятишкам подарки. Также президент высказался о нехватке мест в общежитиях учебных заведений страны. По словам Владимира Путина, эта проблема является общей для всех учебных заведений, и российские власти будут стараться ее решить. Президент пояснил, что проблема обострилась после введения ЕГЭ, когда выпускники школ стали активно поступать в вузы в крупных городах. Надо сказать, что нас эта проблема тоже касается, и мы ее решаем вместе с правительством уже в течение нескольких лет, потому что именно в части реализации федеральных программ развития системы профессионального образования дела обстоят очень хорошо. Примером является, что мы в этом году опять получили грант на 36 миллионов на создание 4 мастерских. И по большому счету мы бы могли уже давно обучать не только жителей республики, но и из других регионов. Но, к сожалению, та же самая проблема – это отсутствие общежития. То есть, и, конечно, вообще обеспеченность местами в общежитии, она стоит в России достаточно остро именно в системе среднего профессионального образования. И вот этот вопрос вчера был задан, и из ответа главы Владимира Владимировича Путина было понятно, что этой проблемой будут заниматься и будут подходы уже на государственном уровне. Первый и единственный в этом году запуск ракеты запланирован сегодня на космодроме «Восточный». Также впервые старт ракетоносителя будет дан в темное время суток и намечен на 21:26. Запуск с «Восточного» покажут в прямом эфире на сайте Роскосмоса, начиная с 20 часов 40 минут. Напомним, предстоящий пуск станет первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с российского космодрома «Восточный». На орбиту отправят ракету-носитель «Союз-2.1Б» с
разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту. В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата. Планируется запуск сотен других. Далее об эпидситуации в регионе. 205 новых случаев COVID-19, в том числе 29 носителей инфекции, выявили в Якутии за минувшие сутки. По информации оперштаба, в Якутске 96 заболевших, в Нерюнгринском районе 14, в Алданском 12, в Мегино-Кангалатском 11, в Мирнинском 9 случаев, в Горном и Татинском районах по 8 случаев, в Амгинском 7, в Кобяйском 5, в большинстве остальных районов от 1 до 4 заболевших. В ходе брифинга министр здравоохранения Елена Борисова также прокомментировала ситуацию с бесплатными лекарствами и рассказала о том, кому они положены. Остается напряженная эпидситуация в Мирнинском районе. О принимаемых мерах, направленных на борьбу с коронавирусом, расскажет Марфирина Алексеева. В школах Мирнинского района из-за коронавирусной инфекции на дистанционном режиме учатся 38 классов. На прошлой неделе численность карантинных классов была меньше наполовину. Что касается дошкольных учреждений, число групп, вышедших на карантин, увеличилось в 5 раз. На прошлой неделе их было 4, на сегодня стало 16. Хотелось бы также обратить внимание, что недавно состоявшийся оперативный штаб рекомендовал школьникам, во время перемен носить маски. Это не обязательный характер, но такое решение было рассмотрено по предложению Медштаба района. В настоящее время у нас также мы готовимся к новогодним мероприятиям. Они пройдут во всех классах, группах, те, которые будут работать, конечно, без участия родителей и организаторов культурно-массовых мероприятий. На днях завершена работа по составлению стратегии развития здравоохранения района на ближайшие 5 лет. Основной задачей является обеспечение инфекционных отделений специалистами и медицинским оборудованием. Распространение новой коронавирусной инфекции подтолкнуло нас к тому, что необходимо развивать и инфекционное отделение, и усиливать именно медоборудованием кадры здесь, на территории Мирнинского района. Тем более, что наша Мирнинская центральная районная больница стала ковидным центром всей Западной Якутии. И в районном бюджете осталось по статье здравоохранения 300 тысяч рублей, которые по просьбе наших врачей принято решение отправить на покупку новых рециркуляторов. В преддверии новогодних праздников увеличится въезд и выезд граждан в районы республики и за пределы Якутии. Для того, чтобы обеспечить безопасность близким и удостовериться, что вы не являетесь носителем COVID-19, рекомендуется сдать анализы. Услугой бесплатно могут воспользоваться прилетевшие из другого города при диагностике COVID, либо при симптомах ОРВИ. В остальных случаях анализ будет платным. В Мирном цена на такую услугу составляет 2200 рублей. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Переболевших коронавирусом школьников приглашают на очную смену в Сосновый Бор. По словам пресс-секретаря Центра отдыха и оздоровления детей Марии Аргуновой, вторую смену запланировали с 22 по 28 декабря. Сейчас идет запись желающих. Она будет бесплатной и 14-дневной. Всего на вторую смену наберут 80 детей. Организаторы разработали специальную программу реабилитации, которая включает дыхательную гимнастику, кинезиотерапию, кислородную терапию, галотерапию и многое другое. 33 объекта здравоохранения на общую сумму 1 миллиард рублей построены в Якутии за 2 года. Установлены 174 аппарата ИВЛ, 8 кислородных станций, более 100 кислородных концентраторов и другое. Сделано все это в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, которую республика защитила одной из первых на Дальнем Востоке. В целом до 2025 года будет направлено почти 13 миллиардов рублей. Планируется закупить более 380 единиц медоборудования, порядка 250 автомобилей, провести капремонт 78 зданий и построить более 70 объектов здравоохранения. В этом году мы открыли 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Это Вилюйске, Покровске, Ленске и недавно открылось в Алепинске. До 2024 года мы должны еще 5 открыть. Также построено и введено в эксплуатацию 9 фельдшерско-акушерских пунктов, еще 9, они на стадии завершения, и скоро начнутся процедуры лицензирования.
Сейчас короткая реклама. Смотрите далее в нашей программе. Более 100 жителей аварийных домов и дети-сироты получили ключи от новых квартир в Якутске. Выбрали в столице и лучший проект малоэтажного строительства. Посмотреть фильмы жители Ленска теперь смогут в комфортном кинозале. Его для ленчан открыли сегодня. Инновации начинаются с детского сада. Педагоги Алданской Снежинки реализуют сразу несколько проектов. Продолжаем выпуск. Более 100 жителей аварийных домов и дети-сироты получили ключи от новых квартир в Якутске. Они предоставлены в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилфонда. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Валентина около 20 лет прожила в стареньком доме на Сергеляхском шоссе. Еще в 2009-м их дом признали аварийным. Она рассказывает, что в маленьких комнатах квартир всегда было холодно и сыро. У нас самый такой радостный день, вот в преддверии Нового года. Мы получили ключи от наших долгожданных квартир по программе переселения из аварийного жилья. Квартира номером 79. По сообщению Департамента жилищных отношений города, 40 квартир в новом доме приобретены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И 72 квартиры предоставлены жителям аварийных домов. Я хочу пожелать всем новоселам этого дома счастья, крепкого здоровья им и всем близким. За этот год в Якутске снесено 16 аварийных домов. И по федеральной программе по переселению граждан из ветхого жилья только в столице республики в новые квартиры переедут более 700 человек. Большой, это хороший объект, но он у нас сейчас не один, и практически каждый день у нас идут вводы многоквартирных домов по всей республике. Второй год действует программа, у нас самая большая, она по объему в Российской Федерации. Своего рода предновогоднее чудо, делится Валентина. Ведь жители получили ключи от нового дома в канун самого ожидаемого и любимого праздника. Уже сейчас ожидается, что объемы программы в следующем году в 2,5 раза превысят объемы этого года. А это значит, что в 2021 году станет еще больше людей, которые обретут новый дом. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутск. Также в Якутске подвели итоги конкурса по разработке проектов малоэтажной жилой застройки. Малоэтажная модель предполагает строительство небольших частных домов, таунхаусов и малоквартирных домов до 4 этажей. Участникам конкурса предстоит сформировать новый облик города и городов и сел Якутии. Всего приняли участие в проекте 10 архитекторов. Победителя объявил первый зампред правительства Якутии Кирилл Бычков. Им стала Евгения Макаренко, представившая проект малоэтажной жилой застройки. Архитектор получила 500 тысяч рублей. География участия сегодня говорит о том, что у нас получился практически общероссийский конкурс, потому что, к сожалению, надо признать, что достаточно мало участников из республики, но тем не менее, поскольку у нас сегодня есть выход и на наших московских коллег, на российских коллег, у нас участники из разных городов России, в том числе очень большой объем работ представил Творческий союз художников России, который также прорабатывают и архитектурные проекты. Творческая команда фильма «Тыгын-Дархан» встретилась с представителями Министерства культуры и творческой интеллигенции Якутии. Они поделились мыслями и эмоциями после недавнего триумфа на фестивале исторических картин «Вече». Фильм Никиты Аржукова получил специальный приз от президента фестиваля Светланы Дружининой. Также главный приз за лучшую мужскую роль вручили исполнителю Тыгына Нюргуну Бичиген и отметили работу оператора Юрия Бережного. Напомним, фильм «Тыгын-Дархан» открывал конкурсную программу фестиваля и был тепло встречен как зрителями, так и членами жюри. Во время вручения приза Светлана Дружинина отметила высокий профессионализм всей команды, работавшей над фильмом, и пожелала, чтобы российское кино держало тот же уровень, на котором сейчас находится якутское кинопроизводство. Мы не снимали для фестиваля, и если это кино, приглашать и на фестивале, это только радует. Но для меня лично это, конечно, большое событие, потому что это как результат наших трудов, съемочной группы, всего нашего народа и республики.
Посмотреть в том числе якутские фильмы жители Ленска теперь смогут в комфортном кинозале. В Центре досуга и народного творчества открыт прокат кинолент при сотрудничестве с Якутской республиканской киносетью. Участие в онлайн-открытии принял глава региона Исен Николаев. Подробности у нашего субкора в Ленске Анны Кожевниковой. Новый кинозал в Центре досуга и народного творчества города Ленска модернизирован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Он оснащен в соответствии со всеми современными требованиями, а комфортные условия созданы при содействии городской власти и спонсоров. Торжественное открытие состоялось в онлайн-трансляции при участии главы республики Саха-Якутия Айсене Николаеве. Он поздравил ленчан с этим значимым событием. Замечательно, когда работники культуры так болеют за свое дело, стараются создавать для своих земляков самые лучшие условия. У жителей Ленска появилась возможность в хороших условиях смотреть уже современное кино на большом экране, в хорошем качестве, с ярким изображением, уверен, с хорошим звуком. На оснащение кинозала затрачено 5 миллионов в рамках реализации национального проекта «Культура». Очень отрадно, что наш город поучаствовал. Мы, учреждения города, поучаствовали и выиграли этот грант. Заявителей, видимо, было достаточно много, но мы сумели сконкурировать. Киноленты будут поставляться республиканской киносетью. Стоимость билетов, регламентированная ими, составит от 150 до 350 рублей. Начиная с сегодняшнего дня сеансы будут проходить ежедневно. Часы работы кинотеатра с 10 утра до 10 вечера. С афишей ленчане могут ознакомиться на сайтах и в соцсетях города. Первые дни у нас «Серебряные коньки», «Тагендархан» и «Реальные пацаны против зомби». Это российские комедии. Уже билеты покупают люди? Да. Мне с 9 утра звонят и бронируют их. Несмотря на обязательное требование соблюдения санмер, масочный режим, обработка дезинфицирующими средствами, термометрия и рассадка в зале с соблюдением соцдистанции, посетители поспешили на первый фильм в прокате нового кинозала «Серебряные коньки». Ленчане с удовольствием посмотрели киноленту и поделились отзывами о кино и условиях, созданных для зрителей. Понравилось, во-первых, сам фильм, это и история, будем так говорить, и потом, где снимались, это же Санкт-Петербург. Ну, в общем, мы в восторге, тем более мы вот с Людмилой Пантельмон первые сеансы, и мы первые зрители. Поэтому мы вообще приглашаем всех посмотреть этот фильм. И сам зал, очень удобные кресла. Вы знаете, мы просто отдыхали, да? Просто отдыхали. Так что советуем всем ленчанам прийти в новый кинотеатр. Это 17-й в Якутии кинозал, открытый в рамках реализации нацпроекта «Культура». И отличный подарок для ленчан в преддверии Нового года. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Педагоги Алданского детского сада «Снежинка» реализуют сразу несколько инновационных проектов. Так, самым маленьким воспитанникам садика в этом году едва исполнилось 1,5 годика, а их старшие товарищи подружились с ровесниками из Подмосковья. Подробности у Татьяны Вахниной. В якутском наследии жила-была девочка. Звали ее Кун, что означает «солнце». Пошла девочка на речку за рыбой. Шла она по лесу и встретила медведя. Мультфильм о том, как девочка Кун подружилась с медведем, создали воспитанники старшей группы детского сада «Снежинка». Подготовка ролика стала заключительным этапом многоуровневого проекта по развитию дошколят «Storytelling». В рамках этого проекта дети сочиняют увлекательные истории, активизируя речь, логику, воображение и фантазию. И наловили они столько рыбы, что хватило и медведю, и девочке. Вот, они стали дружить. В «Снежинке» реализуется ряд инновационных проектов. Так, особое внимание уделяется речевому развитию детей. Этот проект стартовал в 2018 году. В его рамках в детском саду был оборудован кабинет по подготовке к обучению грамоте. Работа ведется комплексно. Она включает развитие устной речи, словарного запаса и звуковой культуры. Приобретено большое количество методических, дидактических пособий, а сама программа, доказав на практике свою эффективность, вошла в основной перечень программ, реализуемых в детском саду. Разговорную речь обогащают прочитанные книги, а любовь к литературе формируется в раннем возрасте. В библиотеке «Снежинки» также реализуются инновационные методы работы с дошколятами. Необычные акции, флешмобы, журфикс, экскурсии и даже книжное ГТО были проведены для того, чтобы книга как можно раньше вошла в мир ребенка и стала его верным другом.
В уходящем году воспитанники «Снежинки» нашли новых друзей. В рамках проекта «Нас много, а страна одна» дети познакомились с жителями подмосковных Котельников. Общие интересы у ребят обнаружились сразу, а педагоги получили возможность обмениваться опытом. Дети отправляли электронные почтовые посылки, устраивали творческие выставки. Педагоги общались по видеосвязи. Этот проект помог обменяться педагогическим опытом, а также культурными и духовными ценностями столицы России и маленького якутского города Алдан. В 2020-м «Снежинка» стала пилотной площадкой по обучению и развитию детей раннего возраста. В рамках национального проекта «Образование» в детском саду открылась группа для 1,5-годовалых малышей. Сегодня в ней 20 воспитанников. В коллективе детвора адаптируется успешно. Татьяна Вахнина, Алдан. Финальная съемка второго этапа фотопроекта «Мама в книге» прошла в Якутске. За образец на этот раз взяли мать Горького и другие образы в русской литературе. Когда якутяне смогут увидеть фотопроект, узнала Саргалан Неустроева. Именно здесь будет запечатлен завершающий образ матери этапа русской литературы из произведения Максима Горького «Мать». Увидеть результаты съемок можно будет уже на следующей неделе. Первый этап фотопроекта был завершен еще в октябре этого года. Тогда за основу взяли якутскую литературу. Как сообщают организаторы проекта, самым важным было привлечь внимание публики незаинтересованной. Публикации были размещены на нескольких интернет-платформах, в том числе и на открытом форуме женщин Республики Саха-Якутия. Хотя мы все это и проходили раньше, либо читали, либо в школе, либо еще в каких-то моментах задевали эти образы. Но все равно это же достаточно большой труд представить себе, как это все происходило, как это должно было быть, как она должна была выглядеть. Как бы в одном кадре должен раскрыться достаточно такой емкий образ, который создавали, скажем, в таких вот великих произведениях. Проект осуществлен при поддержке фонда президентских грантов. При этом принять участие в нем может каждый уже на этапе голосования и выбора произведений. Этот проект, он особенный, как бы «Мама в книге», да? Роль матерей во всех произведениях как бы проявляется по-разному. И мне вот позвонила Дарья и предложила просто... Тоже взяла вот мой номер с проекта, с смарт-библиотеки. И я очень рада была участвовать в этом проекте. Как отмечает автор проекта Дарья Филиппова, реализация «Мамы в книге» не была бы возможной без поддержки Русского и Саха-театров. Именно они предоставили площадку для съемок, а также реквизиты, костюмы и многое другое. Мы очень благодарны нашим партнерам, которые помогали организовывать эти съемки. В первую очередь это коллективам театров. Без их помощи этот проект не состоялся бы. Но, конечно, мы в связи с тем, что у нас ограничения по возрасту, не привлекали лиц старше 60 лет. И поэтому еще было интересно поработать именно с гримом. Наш гример замечательно, Наталья Томская, замечательно справилась со своей задачей. Уже в начале следующего года стартует заключительный этап фотопроекта «Мамы в зарубежной литературе». Кого оживят фотографы на этот раз, мы увидим уже в феврале. А пока есть время насладиться ожившими образами русских матерей. Саргалана Неустроева, Григорий Хлопков, Якутск. На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Удачных выходных!